Рекламная информационная программа «Новости банков Оренбурга». У микрофона Елена Костылева. Здравствуйте. Программу представляет интернет-портал банкиоренбурга.ру, сайт для тех, кто стремится быть в курсе последних событий в финансовой сфере. 18 января состоялся ежегодный деловой завтрак ВТБ «Капитал» с участием международных и российских инвесторов. Темой мероприятия стало оживление экономик, восстановление доверия. Модератором выступила ведущая телеканала CNN Бекки Андерсон. В рамках открытой дискуссии участники обсудили наиболее важные макроэкономические и финансовые вопросы и проанализировали текущие экономические и структурные изменения. Участники мероприятия уделили особое внимание инициативам, которые способствуют ускорению роста мировой экономики, а также затронули вопросы доверия между странами и локальным населением, государственной властью и частным сектором. Генеральный директор ВТБ «Капитал» Алексей Яковицкий отметил, учитывая постоянно меняющийся макроэкономический и геополитический фон, такие встречи, как деловой завтрак ВТБ, приобретают все большую значимость и содействуют продвижению инвестиционных возможностей и созданию доверительных отношений между российским бизнесом и международным инвестиционным сообществом. Россельхозбанк и Министерство сельского хозяйства Российской Федерации заключили соглашение о совместной реализации программы льготного кредитования предприятий АПК. В соответствии с новым порядком субсидирования в этом году компенсацию части процентной ставки по кредитам планируется предоставлять напрямую уполномоченным кредитным организациям, что позволит банкам выдавать аграриям займы по ставке не выше 5% годовых и существенно упростит процесс получения господдержки для аграриев. Россельхозбанк стал первым из банков-участников программы, заключившим соответствующее соглашение с Минсельхозом России. В ближайшее время банк будет готов выдать первые средства по новому порядку. Россельхозбанк последовательно поддерживал разработку и запуск данного механизма, неоднократно отмечая необходимость изменения ранее действующей процедуры. Мы считаем, что новый порядок в той форме, в которой он реализован, позволит значительно повысить эффективность государственной поддержки, а главное избавить сельхозтоваропроизводителей от длительных процедур получения субсидий. Со своей стороны, банк, как ключевой кредитор АПК, завершает все необходимые процедуры для обеспечения бесперебойного и максимально оперативного финансирования аграриев с учетом их текущих потребностей, подчеркнул председатель правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев. Финансовые эксперты рекомендуют вкладывать деньги в туризм. По мнению директора БКС «Премьер» в Оренбурге Альбины Барашкиной, для некоторых российских отраслей из-за определенных геополитических и экономических факторов сложилась уникальная ситуация. Процесс импортозамещения поддерживает нашу пищевую промышленность, сельское хозяйство, производство стройматериалов и другие секторы. Это же касается и туризма. По ее словам, сейчас у нас практически идеальная ситуация для развития внутреннего туризма, классического, сельского, охотничьего, рыболовного и экологического. Эксперты ожидают, что до 2018 года туризм и смежные сферы будут развиваться очень приличными темпами. Это все банковские новости на сегодня. Программу представил портал Банки Оренбурга, интернет-ресурс для тех, кто ищет самую свежую информацию о банках. Адреса, телефоны банков, карта банкоматов, онлайн-заявки на кредит, курсы валют и самые последние банковские новости. Адрес сайта banki-orenburga.ru.